Kürfüklerin sinen niga qara, küskeylerin qara bulamağaş, yer yerekken niga ut qabızdın, yalqınında özün yanmağaş. Сегодня мы приехали на юг Татарстана, в Спасский район. И нас встречает село Искы-Ряжек. Первым поселенцем этой деревни был Бабай Ряжек, и в честь него назвали село. А старое название этого места – Старый Баран. Сегодня нас в гости пригласила семья замечательных хозяев – Камиль Абы и Нурия Апа, а еще их внучка Динара. Исәрмісіз, Камиль Абы, исәрмісіз. Молодцы, шулай хәл белгән өчен. Ой, мне так, у вас нравится, я в первый раз, а у вас замечательная деревня. Demisigen yarı bilen ömürlükке birge bulunar. Ayrılıp eğer yırap kalsam, uçraşmamız belki tizegene. Kanta almam seni hiçbir vakit, digan kırsın mine singene. Әйдәгез, үйгә керәбез, кызлар, нигә чәй эчәрбез. Шуннан ерак юлдан соң. Кер, Камил, әйдә. Расскажите, пожалуйста, у вас такой большой участок, а что у вас здесь есть интересного? Нигәсе менә шушы стройка битендә сарайыбыз бар, менә утын сарайлары, гараж, нидә. Фажма зур инде, нидә. Фажма зур. Җитәрлек монда хәзер нидә. Аны этем бар, нидә, Актырнак исемле, нидә. Бик акыллы. Эт инде ул үзе. Может, сезнең белән дә исәнләшергә бир әле кулыңны, менә исәнләшә ул, нидә. Не. Аны биш дай лапу дин хәя нидә. Аны бирә сиңа бирә. Тими инде тими курыкма, нидә. Аны күрдең, нидә. Актырнак ю завод нигә. Алаңарга 7 ай гына үзе, аны ничек зур булып үсте инде ул. Нигә. Берсенең генә исеме Гөлсинә бар. Гөлсинә берсенең исеме. Менә нидә? Аларны менә ашарга чыгарам. Ниләр? Аларны әле чират җитмәгән, менә хәзер тотынам инде аларга кичке нигә ризык килергә. Менә монда кабак ватам. Менә ни кабакларым бар, менә монда нидә? Монда шушы үрзәкләргә, тавык чебешләргә, барсына да нигә казларга пешерәбез. Ух ты! Бәрәңге иртә кич бирәбез шуларны. Көндез инде алар су буенда йөри. Яхшымы? Исе тәмлеме? Менә. А это у вас баня, что ли, там? Безнең мунча инде бу, менә шушы мунчага инде. Монда инде хәзер теге элеккеге кебек ни түгел, тимер печләр хәзер бу нидә. Ни?
у вас столько натуральных продуктов, а у вас и пасека своя есть, да? Ayı ne tutamıydı mı martalar tutam nece? Нурия апа, а что мы сегодня будем готовить? Biz indi şek yasarız. Tatar halk aşlarından şek yasarız. Allah versin. Чак-чак – это наша такая визитная карточка Республики Татарстан. И в разных районах он разный. Готовят его по разным рецептам. И мне интересно узнать, какой же у вас рецепт. И как вы научились готовить чак-чак. Avulda işte vakitte kızlar bilen süyeşip öğrendik de kaç ile pişirip karadık. Ona temlik yiyip çıkkaç şimdi şu yeşkelip tuylağa da yeşeleri yasarga ballara da pişirip başatalar eminde. Какие ингредиенты нам понадобятся для чак-чака? Mine 4 yumurka alabız. 4 yumurkanın üçüsünün sarısını birsin bütünley salabız. Ona tuz salabız. Ezrekkine kaşık içine alıp bir su salabız. Мука. Ve onu salabız. Basıp keseriz onları. Hem mayda pişiririz değil mi? İyi mayda pişiririz. А с чего мы начнем? Яйца какие-то желтые у вас? Свои, что ли? Да, конечно, свои. Хорошо. Свои. Так, отдельно желток. Ne olabilir? Bir bu tavuk koyuyor. Ya smotar istemesin, beni alayım ağa bilen birge. Beni de botibes. Cumhurkan botibes tuz bilen pisuk soğuk gerek başta. Ya tuz, Сахар в тесто. pisuk, iyi. Продвинутый чак-чак. Сколько муки мы кладем? Чисто. 3 kaşık şuay salab botibes inanlarsın. Yası koşarbız. Так, а насколько мягкое тесто должно быть? Ezrek katırap gereğinde 5 minut basarga degen, basarga indi. Keş yasagaş. Basıp durga, basıp. А вы давно чак-чак готовите? А вас в детстве научили или уже когда взрослые вы стали? Взрослый болғашқына, қартай. Фермада işlegende kızlar bilen süyeşet, men şulay pişiremiz deyip kızıkkaç, мен de qaytıp ide pişirdim. Balalarım aşağıda. Balalarım aşağıgaç, anları şulay pişirkenliği başladım indi. Toylarga yeşede başladılar. Şulay. А Динара, ты? Давно чак-чак готовишь? Вообще, первый раз, когда я встретилась с чак-чаком, это был музей чак-чака, где я как раз таки работаю. И потом я уже видела несколько раз, как ты не готовила, и так и приноровилась. Решила дома приготовить. Вроде получилось первый раз, но не так вкусно, как в музее чак-чака. Динара, а ты ведь еще разные блюда готовишь, не только чак-чак. Балиш вроде. Тебя тоже научили? Вообще, да. Где-то с 16-17 лет мне пришлось готовить дома. Вообще, моя мама, это как раз таки дочки Нурияпы, моя бабушка, получается, Нурияпа. Она умела очень вкусно готовить и сейчас тоже умеет. И все рецепты, я помню, у нее была книжка, где были записаны все рецепты. Я, бывает, туда смотрела, либо просто спрашивала у мамы. И я помню, как у меня не получалось приготовить суп. Я думала, это супер сложно, но оказывается, это одно из самых простых. Вот. А так, когда я приезжаю в деревню, мы в основном в деревне прям вместе готовим. Там картошку почистить, все это нарезать, все это на моей части ложится. У Древни это в основном тесто. Мы с ней даже, кстати, манты готовим. Манты, треугольники, когда в гости приезжает там кто-нибудь. Вот, то есть в основном знания, которые у меня есть, передаются с поколения. Это здорово. Молодец. Нурияпа, а какой толщины должно быть тесто? Не знаю, инде. На глаз, да? Эй, на глаз, посмотрим. Проверено опытом. Да, и. А когда к вам гости приезжают, вы что для них готовите? Какие любимые блюда у вас? Манты делаем пельмени, делаем. Вот беляш, атриса. Так вкусно бывает, атриса и... Габадия, как Иә. Біз ана рис баляша деп палтаймыз. Рис балиш, это, конечно, звучит интересно. Что-то новенькое. А мама ваша в детстве что готовила?
какие-то простые блюда были же, да? Да, простые. Ну, пироглар она готовила, очень вкусно было для нас. Вы хорошо обмучили тесто, да? Поэтому оно у вас не липнет к скалке, да? Так обмотать можно. Хорошо. У нас так не получается. Прилипает все. Кстати, интересный факт. Вероника, когда я у нее на все это оставалась в детстве, она работала поваром, и мы вместе с ней ездили с большими такими бидонами супа, там чая, вот, и Вероника все готовила. Для трактористов. Комбайнеров, да, вот на поле мы выезжали, и я как хвостик за ними так, да-да-да, а можно мне супчик? И вот так вот подходила, и постоянно кушала у них, но это было самое прекрасное. Динара, а какое твое любимое блюдо, которое готовит Даваника? Вообще у Давани все блюда вкусные, она прям вообще такая мастерица на все руки. Но самое любимое у меня блюдо это щегельдек. Это, короче, тесто, такие большие кусочки. Раскатывается колбаска и нарезается несколько кусочков. И они потом жарятся в масле немножко, сверху посыпаются пудрой. В детстве, когда особо времени готовить не было, там Даванитизгина там нам что-то порежет, пожарит и посыпет пудрой, это было самое прекрасное блюдо. Они же такие нежные, как профитроли, только чуть поуже. А тесто там жарилось или как? Да, жарилось, да? В масле, Ага. и потом немножко высушивается на салфетке, как чак-чак в принципе, но это уже немножко другое блюдо. Так, собственно, тесто мы раскатали, теперь будем резать. А как? На полоски? На полоски. Раньше смотрели, как девушка режет тесто, и если она здорово его режет, значит, она хорошая хозяйка. Как вы думаете, я хорошая невеста будущая или нет? Еще немножко стараться надо. Ладно. Еще замуж не выйдешь. Что так это я не собираюсь. Не скоро. У меня есть время, чтобы подучиться. О, уже проверили тесто, да? Можно жарить, да? Для себя много. Сколько возьмем? Много, немного? Вот столько. Так, по времени мы сколько жарим? Недолго? Недолго, как сразу жарится. Это быстро жарится. Сразу надо взять, а то сильно будет. Гореть будет. И потом на салфетку, да, чтобы жир весь ушел. Уже вкусненько. О, это тот самый мед, который с пасеки, да? Да. Какой красивый. Это наш, там мерить надо. 100 грамм песок надо и 250 грамм меда надо. Рецепт разные сиропы. У нас, например, 1 к 1 в музее делается. То есть сахара одинаковое количество с медом, а тут получается 100 грамм сахара и 250 грамм меда. Еще как он выливается красиво. Сколько мы варим? 3 минуты. 3 минуты. Ну, как кипит, как готов будет. Я на минуту не смотрю, по-своему. Все на глаз. Правильно. Так вернее. Так вкуснее. Вот так делаю. И вот таралып кетебит, таралып кетмесе готовый была. Нурия апа, а у вас такие умелые руки, все умеете делать? А что помимо готовки вы любите? Все, инде, все люблю. Вязать, вышивать. Вот, кышкы күтүн түннәрдә, озын түннәрдә бәйләп отырам инде балаларга
тапочкалар, кызларга кирәк, аныкларга. Шу носкилар бәйләп утырабыз инде. Шу әле без җырлап та йөридек, кич белән җырларга да барадырык. Ну хәя картайып кынарга талды инде. Картайдык хәзер. Мы соединяем, собственно, все. Бал белән сироп белән бутыйбыз хәзер чәк-чәкне. Так, воду нам принесли, сейчас будем формировать. Раньше ж собирались с подругами, готовили чак-чак, а что-нибудь делали? Пели, может быть? Ну да, уж пели. Үстәйинде буй җитәләр балалар, хәзер инде бала багалар. Яшәвемнең миннән соңда каласы, эй баламның бал. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Молодец. Браво! Какая у вас форма интересная, горка получается. А всегда такую форму делали? Да, всегда так делала. Высокую именно, да? Әйе. Можно чай пить. Идеальный чак-чак. Сине хакта сырым гүлдән әкрен генә. Какой невероятный чак-чак у вас получился. Настоящее золото. Такой яркий, сочный, натуральные продукты, яйца свои, мед золотистый, безумно красивый. Как в легенде получается. Кому досталась дочка хана? Тому, кто принес самое лучшее золото. Им оказался чак-чак с медом. Просто конфетка. Бекзор Ахмет Нурия апа, вы такая хозяйка замечательная. У вас и чак-чак высшей пробы. Әйдәгез, чәй эчәбез. Әйдәгез бергә чәй эчәбез. Әйдәгез. Саргаямын сагышлардан сәгать сайын сагынам. Сиңа сәлам әйтергә дип акыш канат кагына.